Всем добрый день, меня зовут Раиса Зубарева, вы на канале «Движение за независимость Саха». И сегодня мы с вами обсудим события прошедшей недели. Начну я, пожалуй, с отчетов правительства. Как известно, ежегодно в начале года правительства едут по улусам и отчитываются за прошедший год о проделанной работе. На сегодняшний день известно, что они побывали в Среднеколымском улусе, оттуда есть информация, в Ленском улусе и в Оленёвском улусе. Надо сказать, что, как обычно, жители, понятно, к ним едет высокое начальство, они готовят свои вопросы, рассказывают им о своих проблемах, кроме того, что они выслушивают, значит, сами отчеты. И в Среднеколымском улусе правительство показало целый фильм. Но я думаю, что этот фильм, он был специально подготовлен, и он должен проехаться вообще по всем улусам. В Среднеколымском улусе жители сказали, что нам такой фильм показали, и у нас сложилось впечатление, что мы живем не в республике Саха, а в каких-то Арабских Эмиратах. Это все показуха, говорят они. Ну и, соответственно, жаловались. Жаловались на все. Жаловались на нехватку субсидированных билетов, да, на невозможность перелетов по республике Саха. Жаловались на то, что невозможно там пользоваться речными перевозками. Жаловались на ЖКХ, жаловались на цены. В общем, очень много было жалоб. В Среднеколымском улусе нет морга. И жители говорят, что им приходится хранить тела в складских помещениях, где предприниматели хранят привезенные товары. Вот. Это холодные помещения, тела, видимо, там сохраняются хорошо. Но издевательство происходит тогда, когда им вроде бы говорят, что судмедэксперт, например, летит, да, из Якутска, давайте отогревайте тело. Они начинают отогревать тело, им дают отбой, и, в общем, вот это вот настоящее издевательство, жители на это тоже жалуются. Мы в конце прошлого года писали о том, что такая же ситуация произошла в селе Юкагир Устьянского улуса. Ребенка, девочка 8 лет, погибла под колесами трактора, к сожалению, к большому, трагическая смерть. И девочку больше 2 недель не могли похоронить. Потому что, во-первых, не мог приехать судмедэксперт, исследователь из города, да, или даже из районного центра они не могли приехать, потому что как раз-таки в тот момент полярные авиалинии перестали осуществлять перелеты между улусами, потому что у них не было субсидий. Они не получили субсидий из республиканского бюджета. Это, во-первых. Потом были не те погодные условия для того, чтобы прилететь. И, в конце концов, ребенка держали тоже в каком-то сарае, потому что в селе нет морга. Морга нет даже в депутатском, в районном центре. Морг есть только в соседнем улусе, Верхоянске. И вот ребенок 2 недели лежал в сарае, пока вот все эти мероприятия проходили. Должны были пройти, никак не могли случиться. Вот это вот настоящее издевательство над жителями нашей республики Саха. Эта проблема, я хочу сказать, что она не только у нас в республике Саха, она вообще по всему Дальнему Востоку, по всем отдаленным уголкам. То же самое происходит, например, в Красноярском крае на Таймыре, там у них тоже нет моргов. И то же самое происходит на Камчатке и в Магаданской области. Почему? Потому что причина до боли вообще простая. Убрали из поселков, из деревень убрали поликлиники. При поликлиниках раньше, когда они работали еще в деревнях, были комнаты, где проводились все патологоанатомические процедуры и хранились тела. Сейчас, когда эти больницы вообще все упразднили, да, все маленькие больницы в маленьких поселках упразднили и оставили ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты. И, соответственно, у них не стало вот этих комнат, где должны проводиться все эти патологоанатомические процедуры и где должны храниться тела умерших. Вот такая вот реорганизация произошла, оптимизация, да, здравоохранения до такой степени, что людям уже негде хранить тела умерших своих. Следующая проблема, вот посмотрите, в Ленском улусе очень интересно тоже было, жители пожаловались, сюда приехала Балабкина, зампред правительства, и жители ей пожаловались на благоустройство.
отопление. Моя двухкомнатная квартира отапливается двумя. Руки вечно в сыпи. Горячей также невозможно, она также ржавая. Не помыть детей в школу, сад, не постирать. Да, я же поэтому здесь и нахожусь. Я прошу сейчас просто вот для того, что вместе. Вообще все идет под дом. Людям невозможно выйти. Даже из дома, из подъезда невозможно выйти. Действительно, ты уходишь на работу и не знаешь, чего ждать. Что нам здесь жить нет, мы не имеем права. Во время отчета правительства сегодня прозвучал запрос, который поставили жители микрорайона Северный по той сложившейся ситуации по теплу, отоплению и вообще по содержанию их микрорайона в настоящий момент. Действительно, зимой, к сожалению, были допущены ситуации, при которых были потери по теплу, и, соответственно, я не могла не воспользоваться этим приглашением. Мы сегодня здесь, в Карате, с людьми собрались и вместе с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжающей организации определились, как глава района и города будут помогать людям разрешать эту ситуацию. Ситуация сложная, ситуация непростая, и, безусловно, она требует влияния, вы знаете, решения вопроса, объединения всех для решения этой проблемы. И посмотрите на реакцию Балабкиной. Она вот говорит, это такая, значит, сложная ситуация. Я не могла проигнорировать вот эту проблему. Да? Я приехала к этим жителям. Я выслушала все их проблемы. И мы теперь с Министерством ЖКХ будем совместно решать, что же нам в этой ситуации делать, какие предписания дать главе УЛУСа и главе города, чтобы они эту проблему решили. Вы серьезно вообще? Вы серьезно? Вот этому человеку можно верить? Эти люди на протяжении многих лет занимают высокие государственные должности у нас в Республике Саха. И проблемы, которые им озвучивают жители Республики Саха, они вообще не сегодня образовались, и даже не в прошлом году, и даже не 2 года назад. Вот эти проблемы у нас существуют уже на протяжении не одного десятка лет. И вот сегодня Балабкина приезжает и говорит, вы знаете, такая сложная проблема, вот такая сложная проблема, но мы ее обязательно решим. А чё ж ты ее не решала 30 лет назад? Почему ты ее не решала? Ну ладно, 5 лет назад. Где ты была вообще? У меня вопрос в этой связи к жителям Республики Саха, вот, которые вообще имеют разные проблемы. Вы вот серьезно думаете, что если вы вот им пожалуетесь, и они сделают такое лицо озабоченное, да, они вам помогут? Вообще у меня такое ощущение, что проблема не в Балабкине, проблема не в правительстве. Да, они ничего не делают, но они ничего не делают не только сейчас, они ничего не делали не только в прошлом году, они просто вообще никогда ничего не делают. Это пора бы себе уже уяснить. Жителям Ленского УЛУСа оставалось только встать на колени и записывать видео. Путин, помоги! Абсурдная ситуация. Люди жертвы. Люди всегда жертвы. Проблема же не в Балабкине. Проблема не в правительстве, не в Айсене, да, которые ничего не делают. И не будут делать никогда. Потому что если бы они хотели, они бы это сделали. Вы бы к ним с такими проблемами, вода ржавая, морга нет, не обращались бы. Если бы они хотели, они бы что-то делали. Они сидели с такими озабоченными лицами, ой, да, ой, какие проблемы у вас, какие у вас проблемы, нам бы ваши проблемы, да. А вот люди просто такие жертвы. Вот мы жертвы. Вот у нас вода ржавая, вот у нас канализация, значит, под дом течет, вот у нас морга нет, вот у нас, значит, субсидированных билетов нет, вот у нас еще что, у нас проблемы, нам зарплату не платят, у нас экономика рушится. Вот такие жертвы. А вот ни у кого никакой, значит, связи, да, причинно-следственной в голове вообще не возникает. Почему такая проблема? 30 лет одно и то же. Вы говорите, вот у нас аварийные дома, вот у нас дорог нет, вот у нас проблемы с здравоохранением и там, с образованием совсем. И каждый год одно и то же. Каждый год одно и то же. Вам вообще не устали жаловаться?
И в следующем году они поедут, и в следующем году будет то же самое. Вы будете им жаловаться, они будут с озабоченными лицами на вас смотреть и будут говорить: мы не могли проигнорировать ваши обращения. Да? И все будет по кругу. Вот пока вы будете жертвами, пока вы будете вести себя как жертва, ситуация будет повторяться из года в год. И не то чтобы даже повторяться, она будет ухудшаться. Люди будут жить все хуже и хуже. Почему? Потому что люди не хотят брать ответственность за свои жизни. Не хотят брать ответственность. А когда спрашиваешь их, почему вы не берете ответственность сами за себя? Почему вы ждете, когда кто-то к вам придет, и вы им пожалуетесь, и они что-то вам сделают? А они вам все равно не сделают, и вы это понимаете. Почему вы не берете? А они говорят: ну как, а что же мы сделаем? От нас мало что зависит. Да? А между прочим, ваша жизнь, жизнь вообще человеческая, зависит от человека. Если он захочет, чтобы у него было все в порядке с домом, чтобы его переселили из аварийного жилья в нормальное благоустроенное, чтобы его не поили ржавой водой, чтобы морг у него был, чтобы дорога у него была нормальная, из улуса в улус, из села в село доехать. Он берет это решение этих вопросов в свои руки. Нет, не надо строить. И даже на выборы для этого голосовать ходить не надо, потому что выборов сейчас нет. А решение одно – взять свою судьбу в свои руки. Выгнать их всех к чертям собачьим, вот этих людей, которые только делают вид, что они озабочены вашими проблемами. По-другому не получится. И вот, между прочим, я хочу сказать, да, что вот эти люди, которые сегодня жертвы, значит, управляющей компании, жертвы правительства, которое ничего не делает, жертвы депутатов, да, которых они не выбирали. Они потом, вот эти люди, когда закончится война и Путин будет сидеть, кстати, да, перекидываю сразу же в будущее мостик, Путин будет сидеть на скамье подсудимых и вместе с Айсеном, и на всеобщее обозрение будут предоставлены их преступления против народа, они и тогда будут говорить: мы жертвы, мы ничего не знали. Мы жертвы, а что мы могли сделать? Российский человек такой. Вот к большому сожалению. Нет людей, которые бы могли взять свою судьбу в свои руки и решить ее раз и навсегда. И каждый год, это вот история не новая, это история старая. Смотрите, что говорит Виктор Федоров, тоже по этому поводу высказался. Еще один, депутат, да, типа избранный, типа избранный, типа народом. Он говорит: да ничего они не делают, это правительство, лучше партистов отправили, все это бесполезно. А вот сам Виктор Федоров что сделал на своем посту? Во-первых, вопрос, почему депутаты, имеющие огромные бизнесы, становятся депутатами? Нету ли там какого-то конфликта интересов? Не идет ли он во власть, в депутаты, для того, чтобы лоббировать, защищать свой бизнес и лоббировать свои интересы, проталкивать их? Виктор Федоров, между прочим, один из самых богатейших людей Республики Саха. Что лично Виктор Федоров сделал для того, чтобы улучшить жизнь жителей Республики Саха? Прекрасная у него жена, у него недвижимость в Испании, у него жена живет в Испании и имеет бизнес в Испании. И до 22 года Федоров постоянно ездил в Испанию. И, наверное, и сейчас ездит, тоже отдыхает. Просто, наверное, европейские власти не знают, да, что Федоров ездит в Испанию, зарабатывает деньги, отправляет их на войну, эти деньги свои, в Россию. А недвижимость имеет в Испании. Надо им подсветить эту историю. Видимо, надо уже подсветить эту историю. Следующая новость, которая как раз-таки связана с Балабкиной. Я вот говорила о том, что Балабкина занимается тем, что людей отправляет на войну. Выполняет спущенный сверху план, поскольку они там, помните, это знаменитое видео, да, которое Фри Кути публиковала, когда она требовала от глав УУСов определенное количество людей ежемесячно на фронт. Сейчас, видимо, история происходит. Война не закончилась. Частичная мобилизация не была отменена. И сейчас, видимо, все-таки эти планы все равно работают. Они должны какое-то число
все равно отправлять. И они это делают. Мы видим с вами, как они собирают людей на войну. На телеканале «Якутия-24» вышел сюжет. 2 сюжета, вернее, посвященных войне. Первый сюжет о том, что вот эти вот бабушки, дедушки, тетушки и дети плетут, значит, сети маскировочные, собирают грузы и отправляют на войну. И сразу же второй сюжет о том, как посмертно семьи так называемых героев, так называемой СВО, были награждены. Вот в этой ситуации хочу обратить ваше внимание на фон. Вот я сейчас вам включу видео это, и послушайте, говорит вдова, и послушайте, что на ее фоне. Да, фонд здорово поддерживает, ну, нас, матерей, да, не то что матерей вообще, родственников, семей, матерей и жен, да. Я вообще рада, то, что есть такой фонд, ну, то, что поддерживает вот именно членов семей. Вообще и кураторы тоже очень даже хорошие. У меня Туяна Семеновна, ну, она уже сейчас нас не курирует, к сожалению. Психологическую помощь, наверное, да? Да, получаете? тоже имеется. Ну да, поддержка от всего имеется. Слышали, да? Слышали, да, как женщина рыдает навзрыд? Женщина плачет. И вот эта вот женщина, у которой берут интервью, вдова, она тоже еле сдерживает слезы. И на фоне кто-то не может сдержаться и плачет навзрыд. Почему плачет? Мужа потеряла или сына потеряла на войне. Понимаете, какой цинизм власти? Да? Они значит, заставляют людей одной рукой отправлять гуманитарку на фронт для того, чтобы наши мальчики лучше убивали мирных жителей Украины. Чтобы дольше жили, больше убили. А другой рукой они, значит, хоронят своих мужей и детей. И плачут. Вот не срабатывает, вот пазл не складывается у них в голове. Причинно-следственная связь не работает. Вот так же, как в предыдущем новости, да, о том, что вот отчет правительства, и люди вот жалуются и жалуются, а результатов нет никаких. Здесь то же самое. Не работает причинно-следственная связь. Вот ты отправляешь, носки вяжешь, отправляешь на войну, а потом гробы получаешь. Черные пакеты, мужей в черных пакетах. Не работает вот связь эта, причинно-следственная. 150 раз вы выпускали разные видео, разные оппозиционные каналы, наши якутские каналы. Мы сколько раз говорили, не отправляйте своих мужей на войну, не участвуйте в этой войне. Нет, вот они. Она хоть и говорит, что ну я там не хотела отправлять, не хотела, чтобы он уезжал, он все равно уехал. А власти абсолютно все равно. Они вот вам звездочку вернули, нацепили на орден, нацепили на вашу грудь посмертно, который вашему мужу выдан посмертно, да? И дальше пошли собирать такое же мясо. Они еще 150 этих орденов подарят, с них не убудет. Только вот вопрос, кто ваших детей будет воспитывать? Кто вам внуков принесет, если речь идет о детях, да? О мужчинах, о семьях, у которых дети умерли на войне. Контракт бессрочный. Контракт бессрочный. Мужик подписывает контракт, и он уже никогда не вернется домой. Только вот в цинке или в черном пакете. Очень плохая тенденция, кстати, да, в последнее время. Любая смерть, которая произошла не на войне, она в России сейчас расценивается как бесславная. И родственники говорят, лучше бы на войне умер. А что так бесславно-то погиб? Лучше бы на войне умер. Так бы хоть деньги были жене и детям. Вы представляете, да? Вот, а Путину, этому людоеду, только этого и надо. А Эсену Николаеву, людоеду, только этого и надо. Балабкиной только этого и надо. Они с этого получают деньги. И неплохие деньги. Это их работа такая. И за счет этого они остаются у власти. И сидят, ничего не делают. Потом едут отчитываться, и жители им плачут. О-о-о. Вот представляете, какой круговорот, да? Вот нужно включать немножко голову, да, и думать о том, что происходит.
Помните, как говорил небезызвестный профессор Преображенский в «Собачьем сердце», да? Разруха не в клозетах, а разруха в головах. Нужно лечить голову для того, чтобы ваш клозет был чистый. Понимаете? Вам нужно думать о том, что происходит. Нужно анализировать для того, чтобы с вами не случалась такая беда. Опять хочу вернуться к Виктору Федорову, к его словам о коллеге по депутатскому корпусу Александре Иванове. Ну, все мы знаем, что Александр Иванов сейчас был в Казахстане с визитом по приглашению университета на дни тюркских языков. Ну, и Иванов там, значит, высказался о том, что он мечтает о том, что у народа Саха когда-нибудь будет свобода воли. Ничего больше этого он не сказал. Никакой, как они говорят, никакому нарушению территориальной целостности государства Иванов не призывал. Пусть они не заводят тень на плетень, да, и не выдумывают за Иванова то, чего он не говорил. Но Федоров сказал, вот они все запели в раз все запели. И Максимов сказал, что вот так нельзя, да, и Обедин сказал, это, значит, про Иванова, как обычно, он говорит, корявые, значит, высказывания Иванова. И, значит, новые люди высказались. В общем, все, кому не лень, Подголов тут же опять же запил, да, и Федоров. Мы готовим обращение в правоохранительные органы и будем его лишать депутатского мандата. Ну, давайте лишайте депутатского мандата. Если вы лишите Иванова депутатского мандата, то получается, что и вас также могут лишить депутатского мандата, когда захотят. Когда начнется травля. А травля любого человека, вообще любого человека, в том числе и депутата, может начаться в любой момент. Могут найти все, что им будет нужно. И какие-нибудь телефонные разговоры всплывут, может быть, неожиданно, да? Какие-нибудь темные делишки, да, всплывут. Воровство, превышение полномочий должностных, присвоение денег, растрата денег. Все это оно же копится у них в специальных кабинетах, да, Федеральной службы безопасности. На каждого копится папка. И в определенный момент, когда вы им станете не нужны, когда вы им станете вдруг чем-то мешать, они эти папки на свет вытащат, на каждого из депутатов. И обнародуют. И тогда начнется травля. Кто вас будет спасать? Ваши же коллеги по корпусу депутатскому, по парламенту будут лишать вас полномочий, если вы сегодня лишите Александра Иванова полномочий. Абсолютно 100%. Якутский парламент, он всегда славился тем, что он своих не сдавал. Вот сколько бы люди не находились под уголовным преследованием за разные преступления. Вспомним того же Соломова, спикера парламента в начале нулевых, по-моему, который убил по пьяни свою жену. Он сидел в Табагинской колонии, и полномочий его никто не лишал. Мы все время смеялись в редакции, помню, где же у него там оборудован кабинет для приема избирателей в этой колонии. То ли в библиотеке, то ли, я не знаю, в котельне в какой-нибудь, или в комнате длительных свиданий, да? Где он, интересно, там принимает? Где у него там табличка висит с часами приема граждан? Якутский парламент ни разу не лишил никого своим решением, как бы коллегиально, не лишил никого полномочий депутатских. А сейчас вдруг они решили. Все вместе. И, кстати, вот такое, значит, тоже интересное наблюдение по этому поводу. Как только Иванов высказался, выложил видео в интернет, сразу же побежали. Первыми побежали те, да, кто очень любит эту власть. И высказались все. Все высказались. Даже типа либеральные, значит, достаточно либеральные люди. Даже типа оппозиция местная, которая тоже представляет себя как оппозицию этой власти.
Айсену Николаеву лично, они тоже все высказались. Сейчас просто пришло такое время, когда мы все должны быть уже должны определяться. Мы уже все давным-давно должны были определиться. После 24 февраля 2022 года мы должны были определиться, кто на какой стороне. Вот. Это Максимов еще пока мечется, да? То ли я оппозиция, да, а то ли я вместе с Айсеном и Подголовым. Непонятно. Ну, про Подголова можно вообще не говорить. Про Федорова это тоже вот. Это все те люди, которые никогда не пойдут против власти. Никогда. И все, что Виктор Федоров там пытается на этих парламентских слушаниях говорить в разрез линии, как говорится, партии, да, это все, знаете, для потребителя, для того, кто его слушает. Вот. На самом деле, что Виктор Федоров, что это Балабкина, что это Тайсен Николаев, это все одно и то же лицо. Одно и то же хамоватое, быдловатое лицо нынешней республиканской власти. Вообще, по поводу высказываний Виктора Федорова. Он давал какую-то пресс-конференцию в Тумыне, журналистам отвечал на их вопросы. Ну, там были вопросы про, как я уже говорила, про отчеты правительства. Там были, значит, вопросы про депутата Иванова и про Ленский мост. Он сказал, что его никогда не будет. Он сказал о том, что там дыра в бюджете огромная. А тогда же его спросили по поводу, значит, того, что оппозиционный депутат Паскачин и оппозиционный предприниматель Афанасий Максимов, ну и вот еще вместе с ними оппозиционный, значит, депутат Александр Иванов собирались не так давно, решали типа будущее в Республике Саха. Вот. Виктор Федоров их назвал тогда криминальными элементами и чистым хулиганьем. Надо сказать, что на самом деле, да, было такое у них совещание, Максимов выставлял фотографию, где они вместе все, там же был, неизвестно откуда они его достали, Эрнст Березкин, в свое время очень известный якутский политик, но в последнее время его вообще не было видно. Он не появлялся в информационном поле, Эрнст Березкин. Вот. Ну и, в общем, была такая у них встреча. Они, как написал Максимов, решали будущее судьбы. Все мы знаем, будущее республики. Все мы знаем, что Максимов уже сейчас заявил о том, что он будет баллотироваться в 2028 году на пост Илдархана Республики Саха. И вот, видимо, они прорабатывали концепцию, каким образом они будут достигать этой цели. Но они вот ответили ему, они ему ответили, и Паскачин написал, и Афанасий Максимов написал, что Виктор Федоров самый богатый депутат в Илтумене нынешнего созыва. Ну, наверное, вообще всех созывов. Очень богатый человек. Вот показали его квартиру в Марбелье, да, это знаменитый испанский курорт. И половину, значит, долю в каком-то торговом центре, значит, и фонд Сапии припомнили. В общем, все Виктору Федорову припомнили, начиная с 90-х годов. Начинается уже предвыборная гонка, насколько мы понимаем. Но, конечно же, ни Паскачин, ни Максимов, ни Эрнст Березкин, ну, никто не станет, ни Александр Иванов при нынешней власти, при нынешнем путинском режиме не придут к власти. К власти придут, как это принято в России называть, молодые технократы. Кто молодой технократ у нас в Республике Саха? Ну, например, Анатолий Семенов. Да? Очень удобная кандидатура. Кстати, Анатолий Семенов, кстати, то, что Бычков, тоже на этой неделе очень сильно обсуждалось, что Бычков уходит. Но от перемены мест слагаемых сумма не поменяется. Ничего не изменится в якутской политике. Ничего не изменится ни в экономике, ни в здравоохранении, ни в образовании. Аварийные дома все так же будут стоять. Программа по переселению из аварийного жилья, она не будет выполняться.
Наводнения, как вот в этом году в республике Саха, они так и будут. Как леса горели, они так и будут гореть. Как экономика была проблематичной с дырами, с огромными, так она и будет. Как были долги по ЖКХ, так они и останутся. Ничего не поменяется. Хоть бы, я не вижу предмета вообще для обсуждения. Вообще не вижу предмета для обсуждения. Вот, поскольку политическая жизнь в республике Саха, пусть она даже такая вот псевдополитическая, да, я ее так назову, бурлит, но на судьбы жителей республики Саха это никак не влияет. К сожалению большому, никак не влияет. И виноваты во многом сами жители республики Саха. Пока вы будете делать вид, что вы жертвы режима, и не брать все в свои руки, свои жизни, свое будущее своих детей. Вот так и будет. На этом у меня все. Будем следить за событиями, посмотрим, что будет происходить дальше. Очень интересно. Псевдополитическая жизнь происходит в республике Саха. Хочу попросить вас, поблагодарить вас за то, что вы досмотрели это видео. Поставьте, пожалуйста, ему лайк. Подпишитесь, если вы до сих пор не подписаны. Посмотрите другие видео. У нас очень много видео и очень достаточно насыщенный у нас контент. Всем спасибо. До свидания.